Почему туркмены обозлились на Эрдогана? Неужели туркменское правительство и турецкое обмениваются услугами вновь? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В Стамбуле задержан туркменский активист, блогер Фархат Мейманкулиев, более известный как Фархат Дурдыев. О задержании сообщили соратники активиста. По их словам, Мейманкулиев был задержан 19 мая около 9 часов вечера у себя дома. После задержания Мейманкулиева отправили в депортационный центр в Стамбульском районе Тузла. По предварительным данным, турецкая полиция задержала активиста на основе заявления консульства Туркменистана в Стамбуле. Как рассказал проживающий в Польше туркменский оппозиционер Нурмухамед Анаев, информацию о задержании Мейманкулиева подтвердили проживающие с ним в одной квартире туркменистанцы. Выступающий под именем Фархат Дурдыев, YouTube-блогер, известный своими критическими выступлениями в адрес властей Туркменистана. По данным Фархат, Мейманкулиев был задержан в своей стамбульской квартире. Как рассказал проживающий в Польше оппозиционер Нурмухамед Анаев со ссылкой на задержанных вместе с Мейманкулиевым активистов, поводом для этого стало заявление консульства Туркменистана в полицию с жалобой на него. Мейманкулиева и еще 3 туркменистанцев, проживавших вместе с ним, поздно вечером в пятницу доставили в полицию. Позже 3 туркменистанцев отпустили, а Мейманкулиева отправили в депортационный центр в пригородном стамбульском районе Тузла. Фархата Мейманкулиева задержали по заявлению туркменского консульства в Стамбуле. Выяснилось, что за несколько дней до этого за ним велась слежка. Сам Фархат на своем YouTube-канале показал улики, что на его машину было установлено GPS-устройство. Он утверждал, что данное устройство было установлено туркменистанцем, связанным с сотрудниками консульства, рассказал Анаев. Дозвониться до консульства Туркменистана в Стамбуле и получить разъяснение о Затлыку, который также рассказал об этой ситуации, не удалось. Фархат Мейманкулиев в своем последнем выступлении на YouTube утверждал, что сим-карта в GPS-устройстве была зарегистрирована на некого Сайдулу Розыбаева. По последним данным, Мейманкулиева до сих пор остается в депортационном центре. В субботу с ним встретились адвокаты одной из турецких правозащитных организаций. По словам Анаева, блогер рассказал им, что в полицейском участке с ним беседовали сотрудники туркменского консульства. В августе 2021 года независимые СМИ сообщали о том, как во время протестных выступлений перед туркменским консульством в Стамбуле сотрудники диппредставительства схватили Фархата Мейманкулиева, известного Дурдыева, и в течение нескольких часов избивали его в здании консульства. Тогда его удалось вызволить после личного вмешательства министра внутренних дел Сулеймана Сайлу. Мейманкулиев тогда обратился с заявлением в прокуратуру Стамбула по поводу его незаконного удержания сотрудниками консульства, но турецкие власти спустили это дело на тормоза. Фархат Мейманкулиев является одним из самых видных представителей туркменского активистского движения в изгнании, образовавшегося в начале 2020 года. В своем канале на YouTube и других социальных платформах он выступает с резкой критикой в адрес властей Туркменистана. Туркменские гражданские активисты в Турции начали выступать против авторитарного правительства Туркменистана в начале 2020 года. Причиной зарождения протестного движения стала плачевная социально-экономическая ситуация на родине. Активизации протестного движения особенно способствовало бездействие властей в оказании помощи населению во время пандемии коронавируса и после разрушительного урагана в восточных и южных регионах страны в апреле 2020 года. В ответ на протесты туркменские власти ужесточили репрессии как внутри страны, так и против активистов за пределами Туркменистана. Туркменистан за годы независимости превратился в одну из самых репрессивных и закрытых стран мира. Ухудшающаяся социально-экономическая ситуация в Туркменистане, высокая безработица, живущее впроголодь население в последние годы привели к росту недовольства как внутри Туркменистана, так и за пределами страны. Любые антиправительственные настроения внутри страны режим может быстро подавить. Поэтому власти особенно обеспокоены ростом гражданской активности среди сотен тысяч туркменских мигрантов в Турции. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, действительно ли за этим стоит туркменское консульство? И что они хотят от активиста? И как вы думаете, будет ли протестное движение развиваться и в будущем? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.